Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сейчас я включу только свою страничку, а то я ее нечаянно сейчас нажал и выключил. И вот она. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality в YouTube и на канале TikTok Аслан Арцуев. Друзья, приветствую вас. Делер Села Маршал, Хуйль, Самур, Шавега, Файтер, всех я вас, друзья, приветствую. Хамза, Делер Села Маршал, Эдам, Машвой, Мавидину, алейксалам, витаю вас, дорогой. Слава Украине, свободочки, героям слава. Ладно, что-то перехотелось. Итак, идем. Друзья, стрим сегодня у нас на русском языке. Я вас всех категорично приветствую. Георгий, Самур, все, друзья, приветствую вас. Так, перед тем, как начать свой стрим, я, как обычно, расскажу вам о том, что нам сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 490 оккупантов. Итого их цифра достигла приблизительно 261 310 душ. 4 танка, итого их 4400 танков. Кстати говоря, сегодня можно еще один день танкиста отметить, круглой датой вас, танкисты россиянские. 8 боевых бронированных машин, итого 8562 единицы. 22 артиллерийские системы, итого 5425. Колоссальные цифры просто. РСЗО, ракетная система залпового огня, 2 штуки уничтожено за прошедшие сутки. 730, итого их цифра достигла. Антиаэркрафт 1, и того их 499. 315 и 316 самолетов и вертолетов соответственно. То есть получается 631 летательный аппарат вражеский уничтожен. Это невероятно просто. 5 БПЛА, 4383 итого. Крылатых ракет 4 сбито, и всего 1415. 18 кораблей катеров, 0 за прошедшие сутки, как и самолетов и вертолетов. Русские для чего-то берегут свои оставшиеся. 7866 автомобильной техники и цистерн всего, и 12 за прошедшие сутки. Спецтехника 1 уничтожена, и всего 809 единиц спецтехники. Просто невероятно. Фашистская Россия несет колоссальные потери, колоссальнейшие потери, но нужно понимать, что запас прочности у фашистской России еще велик. Еще миллионы жертв может фашистская Россия и своих угробить, и чужих. Поэтому это все нужно понимать. И в связи с этим очень интересно. Вчера как раз наш зритель, наш подписчик давал нам такую интересную информацию. Я ее сегодня прогуглил. У него очень, я вам скажу, свежая информация. И это информация о том, что крупнейший в мире авианосец США прибыл в Турцию. Авианосец Джеральд Р. Форд, в честь бывшего президента Соединенных Штатов Америки, я так понимаю, прибыл в Анталию. Об этом сообщило посольство США в Турции. Отмечается, что авианосец военно-морских сил США прибыл в порт Анталии с 4,5 тысяч членами экипажа. Это невероятно. Этот визит в порт является 4-й остановкой корабля во время его пребывания в зоне действий ВМС США в Европе.
позволяет укрепить прочное партнерство между США и Турцией в рамках своих прошлых посещений портов. Во время развертывания военный корабль США посетил Норвегию, Хорватию и Грецию. Ранее корабли ВМС Турции Анадолу, Гоксу, Гедиз, Имбат, Мелтем, Буракрайс и самолеты военно-воздушных сил F-16С, КС-135С, P-72С провели серию скоординированных мероприятий с американским кораблем. Обучения проводились для повышения оперативной совместимости партнеров и демонстрации приверженности безопасности Средиземноморья, говорится в сообщении. В посольстве отметили, что ВМС США регулярно проводят обучение с Турцией, отправив свой крупнейший авианосец в Анталию лишь спустя несколько дней после того, как командный корабль 6-го флота США USS Mount Whitney посетил Стамбул, а ракетный корабль USS Нормандии посетил Акзас. Ну что, это хорошая новость, и знаете, я, конечно же, не обладаю никакой инсайдерской информацией, я обычный блогер, рядовой человек и не посвящен в какие-то секретные планы Соединенных Штатов, НАТО, Украины там, или даже ичкерийских секретных планов я не посвящен, но я хочу сделать свой вывод по этому. В связи с тем, что маленькие дроны наносят такой ощутимый урон по фашистской России, сегодня, кстати говоря, были уничтожены несколько самолетов в аэропорту, прямо на взлетной полосе российских самолеты были уничтожены при помощи дронов. И вот эти удары дронов по Москве, по другим объектам фашистской России, по другим городам и территории фашистской России. И с учетом того, что мне очень в душу запало, как фашист, русист Рогозин когда-то говорил, что американцы могут, НАТО может одновременно запустить 16 тысяч томагавков, это ракеты такие, и одним залпом 16 тысяч. 16 тысяч одним залпом. И просто одним залпом превратить, при нанесении ядерного удара, без нанесения там какой-нибудь водородной бомбы или какой-нибудь там супермощной бомбы, только лишь одними томагавками, а их у американцев в огромном просто количестве, потому что основной акцент американцы делали, готовясь к Третьей мировой войне, делали именно вот на ракеты, вот такие ракеты, которые сейчас Украине потихонечку поставляются, но и же будут поставляться. Мы узнаем, наверное, по факту, когда они Украине поставятся, хотя уже, наверное, может, поставили, мы же всего не знаем, может, много чего там нам не говорят. Потому что это была бы не война, да, как говорится, правда погибает на войне и на рыбалке, по-моему, да. Так не врут, как на войне и на рыбалке, по-моему, так говорится. Поэтому, конечно же, нам никто не будет говорить. Но, по всей видимости, то, что самый большой, самый крупнейший в мире авианосец, на котором там огромное количество самолетов, я о нем очень много читал перед тем, как выйти в эфир, вмещает до 90 летательных аппаратов разных типов. Это там и самолеты, радиоэлектронной борьбы, тактические транспортные самолеты, палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, многофункциональные истребители F-35, вертолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, в том числе и первый в мире действующий палубный беспилотник MQ-25 Stingray, который может совершать дозаправку в воздухе, вести разведку и наблюдение, передавать данные авианосной ударной группе. Ну, короче, это государство целое, это не просто, это целая армия. Вот этот авианосец, это армия. Это говорит о том, что у России могут возникнуть большие проблемы. Опять же, мы исходим из того, что говорит Рогозин, что происходит в мире, наблюдаем, и что говорят американцы, что говорят украинцы, что говорят русские. Мы за всем внимательно пытаемся следить. И по всей видимости,
все это происходит, ну, эскалация происходит, русские будут еще больше призывать, то есть на войну тотальная будет мобилизация, поголовная просто, женщины, мужчины, больные, не больные, все будут призываться на войну. И перед тем, как Путин с Патрушевым и террористическая банда ФСБ и ГРУ предстанет перед судом и прекратит свое существование, будет признана террористической, запрещенной во всем мире, как любая террористическая и опасная для человечества организация. А это самая опасная и самая подлая и кровавая организация всех времен и народов. Перед этим, конечно же, скорее всего, будут колоссальные потери на этом земном шаре, и большой кровью уйдет Путин, и террористическая банда ФСБ уйдет. Но опять же, хоть и прогноз, надо готовиться к худшему, как говорится, да, чтобы быть готовым ко всему, и нам нужно иметь представление, что происходит. Но есть надежда, что в России найдутся здравые люди, которые уже находятся и в том же ФСБ, и в ГРУ, которые уже переходят на сторону американцев, украинцев, англичан, Запада, тем самым пытаясь спасти себя и обезопасить себя от предстоящего суда, который ожидается, который без сомнения будет, без сомнения, 100% будет. Поэтому вот как-то так, не война, а СВО, говорит Владимир. Ясно. Так, что там? Убех мобила хубо, миру мир. Дал садой азизек. Так, друзья, сейчас. Ты за своими проблемами следи. Мне говорит Владимир, я-то, знаешь, моя проблема, и вообще уже, знаешь, наверное, 4 века, да, если в веке брать 4 поколения, то у нас 16 поколений проблема с фашистской русней. Вот это вот у чеченцев у нас, вот эта проблема. Сами вы не живете, сами вы рабы. Вас ваше ФСБ взрывает, убивает, ваш Патрушев, ваши дома спящих женщин, детей взрывает. Ну, это так, один из ярких таких эпизодов я рассказываю. Так вас миллионами всю жизнь уничтожает, вы с этим соглашаетесь, вы превращаетесь то в советскую нацию, потом какую-то в русскую нацию, то потом в советскую, потом какую-то российскую нацию. Вас переделывают как хотят, как и положено Иванам, не помнящих родства. Так вот, кроме вас, у нас нет никаких проблем. Вот понимаешь? И если бы не вы, Владимир, вот ваша фашистская, имперская, вот эта какая-то сумасшедшая идея, которая у вас в голове там есть, если бы не эта ваша идея такая, то мы бы, чеченцы, и я бы, например, занимался бы совсем другими делами. Мы были бы очень развитыми, богатыми, успешными, и жили бы себе, и не тужили бы. И нас было бы сейчас, наверное, не около миллиона, наверное, а было бы миллионов, наверное, 10, 20 или 50. Ну, 10 мы были бы просто бы, если бы нас последние 2 геноцида хотя бы не сделали бы. Миллионов, наверное, уже нас 50 было бы. Поэтому вы представляете угрозу нашему существованию, экзистенциональную угрозу вы нам представляете, понимаешь? Поэтому вы и есть наша проблема. К большому сожалению, я не выбирал вас врагами, потому что вы до сильных, вы боитесь лезть. Американцы вы можете только тявкать из-под забора, как тявка, как шавка. Вы можете только тявкать на американцев. А вот на заведомо слабых вы можете напасть. И на Украину вы напали, потому что подумали, что они заведомо слабые. И так далее, и так далее. Поэтому мы вас не выбирали врагами себе. Мы вас не выбирали. Вы
сами сделали нас своими врагами. Поэтому, извините, придется, Дион, вами заниматься, Дион. Как-то так, Дион. Настоящие чеченцы за Россию. Настоящий чеченец никогда не может быть предателем. Понимаешь? Никогда настоящий чеченец не будет за Россию. Никогда. Чеченец, предавший свой народ, те 4 века, про которые я тебе говорил, противостояние, войны, агрессии, самой жестокой, самой вероломной, подлой, которую только вы способны вести, перейти на сторону, вашу сторону. Это не чеченец, это предатель. Понимаешь? А у чеченцев, знаешь, нас вы, ваша пропаганда представляет какими-то смелыми, там, отмороженными, такими любящими воевать там, и так далее. Это все имеется в определенной степени. Но мы воюем за отчаянно, так упорно, искренне, от души, смело. Только когда мы правы. Ты никогда не видел чеченцев, имперских воинов, чтобы они вели. Мы всегда защищались от вашей фашистской России. Имперские войны — это когда они ваши солдаты. И они не такие дерзкие, как ты видишь сейчас в Украине. Ничего не получается у них. Поэтому настоящий чеченец у нас не тот, кто смел, а тот, кто верен, кто предан своему слову, своему достоинству, чести. Понимаешь? Быть за Россию, фашистскую Россию, это быть предателем тех убитых женщин, детей, стариков, замученных, которых вы там из вагонов выкидывали, когда вы вывозили в Казахстан, или когда вы в Чернокозово пытали, или у вас, когда в Ставропольском ИК-3 больнице, когда вы отрезали живым руки, ноги, сердце, почки и все остальное, занимались пересадкой донорской на продажу чеченских вот этих органов. Вот тот, кто за вас есть предатель, понимаешь? И я не говорю о русских как об этносе, я говорю о русских как об имперцах, о политических русских, которые считают, что моя страна должна быть вашей. Никогда она не будет вашей. Никогда, понимаешь? Никогда. Никогда чеченец не смирится. Понимаешь, Вася? Война Машоваль. Дай Аллах независимость чеченского народу. Амин, амин. Дуже дякую. Да, не только ваши, но и наши проблемы эти орки. Да, Файтер. Они всего мира проблемы, всего мира. 16 тысяч томагавков одновременно превратят города России в Берлин 45-го. Да, или Грозный 96-го, или там 2001-го, 2000-го. Нам Берлин, нам это детские цветочки, что было по сравнению с Грозным. Самый разрушенный тогда город Германии был признан Дрезден. Так вот, наш Грозный, первую русско-чеченскую, сравнивали с Дрезденом. Я уверен, еще больше было нанесено удар. Мне тут как-то один в комментариях пишет, я там начал с украинцем там что-то говорить. Украинцы еще очень ранимые, стоит там что-то сказать, там уже считают, что им все должны, и нельзя их критиковать, ничего говорить. И он мне, да ты кто такой там, начал на меня. И говорит, ты, как он мне говорит, ты что, Бахмут не видел, что ли? Или ты может, ты там, что было под Бахмутом, что ли, не видел? Я говорю, я видел хуже место, чем Бахмут. И он говорит, ну ладно, типа, клоун, что ли, что-то он мне говорит. Он даже не понимает, что может быть хуже. Хуже было. Под Бахмутом можно хотя бы было отпор давать той же артиллерии, там, 3 семерками, там, и многим дронами и все остальное. А я сидел там, где ничем ты ответить не можешь, кроме стрелкового и гранатомета. И тебя днем и ночью, секунду, до 10 ты досчитать не успеваешь, снаряд попадает в твой дом или рядом с твоим домом, в котором ты находишься.
И ответить нельзя. Самые самолеты, все остальное, танки, артиллерия, днем и ночью, днем и ночью. Днем и ночью. Поэтому вот как-то так, да. Салам алейкум from Georgia, Слава Ичкери. Алейкум салам, Андро, гамаджоба гинацвале. Рогорахар, Андро. Все равно нам будь здоров. Так, обязательно. Так, подождите. Ассаламу алейкум. Ой, дух маршал, душик ассам. Дели салам маршал, Тур Георгий. Так, Шамиль, всех. Эд, алейкум салам, всех я вас, друзья, приветствую. Авианосцу не надо заходить в Черное море. Вся Россиюшка простреливается с него из Средиземного моря. Супер. Ну там, я думаю, и в Средиземном море, и в Черном море, и по периметру, и Швеция, и Финляндия, и все сейчас уже НАТО становятся. Короче, все нормально, парни, все нормально. Почему ты такой? Вот я такой делать. Салам алейкум, приветствую. Салам алейкум, салам. Все, друзья, приветствую. Салам всем правоверным. Витание всем добрым людям. Салам, Иван. Салам, витаю тебя, дорогой. В Турцию зашел авианосец, а полчаса назад появилось обращение МИД Израиля с призывом ко всем израильтянам срочно покинуть территорию Украины. Совпадение? А ну-ка, Файтер, разови свою мысль. 16 тысяч ногах. Так. Русские сами живут. Так, русские сами живут в нищебродстве и хотят соседей в это втянуть. Хотя они давно это сделали. Им только Финляндия и Балтика отличаются. Совершенно верно, Самур. Ну, нищие это ладно, самая богатая страна, самые нищие. Когда ты им это говоришь, ты им враг. Тот, кто их грабит, он не враг. А если ты им это сказал, то ты враг, потому что ты не русский, ты не КГБшник. И ты не можешь ему дать 15 лет за это. А он может, этот КГБшник, поэтому враг ты ему, а не КГБшник. Это правда. Более того, что они самая богатая страна с полезным ископаемым, самая нищая. Представьте, если правильно все распределять, и была бы свободная, нормальная страна. Они бы жили бы там, как в Кувейте там, или где-нибудь в Саудовской Аравии, или в Дубае. Их убивают, их КГБшники. Вот что самое страшное. Самое страшное, что Гиркин, который призывает их к мобилизации и посылать на убой, он говорит, надо массово посылать на убой людей, чтобы появилось качество. Он не говорит, что надо остановить войну, вывести войска и начать тренировать армию, там, оставить этих украинцев в покое, там, не лезть к ним, у нас своей земли не хватает. Он не патриот, если он такое говорит. Он патриот, если он говорит забрать единственного сына, у русских 1-2 ребенка, и там и то один мальчик, или если даже девочка, забрать единственного сына и отправить на эту бессмысленную просто войну за то, что Путин хотел, КГБ хотела стать неодворянством. Если их спящих, их дома взрывают КГБшники, выходит КГБшник и говорит, что это были учения, Патрушев, да, русский Фредди Крюгер, если это говорит, они ненавидят чеченцев. Понимаете? Потому что этот Фредди Крюгер сказал, что это чеченцы были. А задержанные ФСБшники, возбужденное уголовное дело по статье терроризм, что русский взрывотехник говорит, что там был гексоген. Никакие там это не сахар, гексоген был, русский, не чеченец, русский, рязанец. Взрывотехник, мент говорит, что это была бомба самая настоящая. Русских это не смущает. Не просто обычных русских, это масса населения, которое ничего не решает, она зашугана, забита. Это еще как-то можно понять. Офицеры русские идут воевать вот в этой же Рязани, тренируются, проходят обучение, подготовку и идут убивать чеченцев. Все они это знают.
Что это за народ? Что это за люди, скажите мне? Просто я не понимаю, просто как это возможно? Но он идет не потому, что он идет убивать чеченцев, а потому что он там вот этих взорванных русских, у других также начиналась война, взорванные русские были, да? Потому что Дагестан сперва заманили дагестанцев, как вы все помним, да? И потом началась спецоперация по уничтожению ваххабитов. Сами создали этих ваххабитов на своей российской территории. Степашин, все разрешили, Ельцин, хорошие, приятные парни, эти ваххабиты, говорил. Разрешили им участкового, там, единственного, прогнать из этого Чабан-Махи, Карамахи. В России, это территория России. И потом начали их уничтожать. И заключили договор с Басаевым, с чеченцами. И чеченцы вынуждены пойти на помощь, их убивают. Там какая политика, не политика, их убивают. Он проводит спасательную операцию. Рядовой человек. И это не послужило поводом для начала войны у русских, потому что как бы якобы мир заключили с русским. И тогда они, понимая, что это не катит, потому что Басаев рядовой человек, как Гиркин, который пошел в Украину, соответственно, международным правом является обычным, не представляет государство, это является доброволец, и это не является казусом белли. И Басаев был такой же, он не занимал никаких постов, как и Гиркин, и пошел спасать дагестанцев, и спас этих дагестанцев. Но это не послужило поводом, и тогда нужно было взорвать свои дома, обвинить в этом, ну, своих же. Взорвать своих же, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев. И идут русские, и поймались, поличным русских поймали, ФСБшников поймали. Нет, плевать. Самое интересное, еще более интересное, Дагестан, кавказцы, да, кавказцы, воины там, все такое. Первый дом взорванный в России в 1999 году, был взорван дом с российскими военнослужащими, семьями военнослужащих в Дагестане, в Буйнакске. Там проживали дагестанские военнослужащие. Быдло, просто чмошники, извиняюсь, прошу прощения, просто никто, плевок просто. Вот это русская армия и дагестанская русская армия. Вот плевок просто был. А сейчас они каждый год уходят в 99 году, с 99 года каждый год там мемориальный памятник приходит и там плачутся. А в Рязани были задержаны, ни один дагестанский военный не поднялся, не сказал, вы что, еще больше пошли воевать. Через русско-чеченскую войну прошло огромное количество дагестанцев. Просто там, я не знаю, таким вахтовым методом просто служили. Вот как, Деон, вот как было. Ну да ладно. Вот такие вот они, да. Настоящее всегда будет за Россию анекдот 21 века. Совершенно верно, Самур. Я даже удивился, пока не прочитал до анекдот слова. Так, России надо писать с маленькой буквы, потому что она недостойна написать с большой буквы. Абсолютно верно это, абсолютно. Аслан, предупреди всех, повсюду в Европе будут провокации против чеченцев. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации. Максимально сдержанно. Совершенно верно, Эд, спасибо, что напоминаешь мне об этом. Спасибо тебе. И предупреждаю и всех чеченцев, и не только чеченцев, что все знали, будут готовиться провокации, против нас будут использоваться выпады, оскорбления, нападки будут совершаться разными вот этими, начиная от Курочкиных, да, агентуры, заканчивая там другими, там, Ходорковскими, Дождями, там, всеми вот этими мерзавцами. Так и, вероятно, и чеченоговорящие будут им, россияне, помогать в этом. И будут использоваться религиозная тематика, и будут проводиться теракты. Друзья, кстати говоря, по этому поводу я бы хотел бы тоже сделать одно интересное объявление, ну, немножко сказать об этом. Как раз сегодня, вернее, позавчера,
Минюст ФРГ сообщил, у сообщников Генриха XIII были сотни стволов. Я объясню вам, что есть такие рейхсбюргеры, которые считают, что они свергнуть, короче говоря, последователи принца Генриха XIII из дворянского рода Рейсов, которые с русскими, об этом русские говорят. Я недавно делал буквально обращение по этому поводу. И я имел в виду именно вот этих товарищей. Потому что именно вот с этими товарищами была попытка возрождения монархии. Русские хотели возрождать монархию, начиная от Киевской Руси. Для этого им нужен был Киев. И вот от Германии, от Лиссабона до Владивостока должна была новая вот эта империя образоваться, которой они собирались вместе прогнать всю западную цивилизацию и зажить счастливо. Но бред, конечно, сумасшедшего, не знаю, на что русские, понятно, эти КГБшники, они уже с ума сошли. Ну что вот эти немцы делали, тоже мне абсолютно непонятно. И вот, короче говоря, произошел, как раз я об этом недавно сказал, будут теракты, готовятся теракты, я по наблюдениям вижу, что будут готовиться теракты, и религиозные, исламистские теракты могут быть. И благодаря этому вот эти рейхсбюргеры и их последователи могут попытаться свергнуть, поднять народ, чтобы свергнуть власть здесь в Германии. Не знаю, на что они рассчитывают, но надежда, как говорится, умирает последняя. И, наверное, они пробуют. И вот недавно, позавчера буквально, Deutsche Welle нам сообщает, германские силовики конфисковали у рейхсбюргеров сотни единиц оружия и компонентов боеприпасов. Сообщники Генриха XIII предположительно намеревались силой свергнуть действующую власть ФРГ. Об этом, кстати говоря, есть такой по-чеченски это гной переводится, нод. Федоров такой есть, Евгений Федоров, полусумасшедший, только КГБшник путинский. Уже, конечно, он не такой веселый, как в самом начале русско-украинской широкомасштабной войны, но все равно продолжает вот на этом своем стоять, потому что еще у него как бы надежда, как говорится, тлеет в его больном мозгу. Правоохранительные органы в Германии в ходе расследования в отношении группировки рейхсбюргеров, кстати, вот этот нод, вот этот гной, как раз и говорил о том, что они вместе в Германии будут свергать власть там и так далее. Если его внимательно слушать, он очень часто проговаривает некоторые вещи, которые очень хорошо потом объединять, и складывается очень хорошая картина, такой хороший носитель информации. Так вот, во главе с Генрихом XIII из дворянского рода Рейсов конфисковали сотни единиц оружия и десятки тысяч компонентов боеприпасов. На данный момент изъято уже 362 единицы огнестрельного оружия, 347 видов режущего и колющего оружия, а также 148 761 компонент боеприпасов, сообщило в пятницу 25 августа агентство ДПА со ссылкой на ответ Министерства юстиции ФРГ на официальный запрос депутата Бундестага от партии Зеленых Марселя Эмериха. По заключению Федерального конституционного суда, группировка принца Генриха XIII намеревалась насильственным путем свергнуть действующую политическую систему Германии и привести к власти новое правительство. При этом заговорщики были готовы на кровопролитие. Десятки задержано. Федеральная прокуратура в начале декабря 2022 года задержала более 20 подозреваемых из ФРГ, Австрии и Италии, в том числе бывших офицеров, полицейских и бывших депутатов Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» АДГ. В поле зрения следственных органов находятся и другие подозреваемые. В числе обвиняемых действующий военнослужащий, двое бывших профессиональных военных и 4 человека, которые работают или прежде работали в полиции, уточнили в германском Минюсте. Вот именно об этом я и говорил. И вот то, что сейчас арестован Генрих XIII, это еще не говорит, что все закончилось, потому что на основании этого сейчас можно провести какое-нибудь
мегамасштабный террористический акт. Например, в начале, когда задержали вот этих рейхсбюргеров, проходила такая информация, что они якобы хотели отравить водоочистительное сооружение. Таким образом убить там, я не знаю, десятки или даже может быть сотни тысяч людей. Потому что здесь вода в Германии очень контролируется, они пьют ее все из-под крана, большая часть пьют из-под крана, и это был бы колоссальный удар просто, который могли бы нанести. Но это можно списать на исламских каких-нибудь террористов, на какого-нибудь полезного идиота, которые тоже сейчас тоже тут готовятся, разные тут товарищи. Используются их, я тоже наблюдаю, и в том числе не только чеченоговорящие, есть и кавказцы, русскоговорящие кавказцы, мусульмане, которые здесь в Европе активизируются, и это может быть, ну, как бы, такой попыткой, но мы должны об этом доносить, говорить и как-то и предупредить, чтобы этого не произошло. Поэтому будьте внимательны, и как нам сообщает Эд Мамедов, нужно обязательно быть готовым к провокациям и ни в коем случае не поддавайтесь. Особенно это касается чеченцев. У нас вот так завести 2 секунды. Как спичка, как пороховая бочка мы заводимся. И уже нами так успешно манипулируют. Да, я, конечно, буду держать руку на пульсе, но мы все должны быть очень готовы к этому, друзья. Мы все должны быть готовы к разного рода провокациям, к любым просто, пока наша фантазия может еще не понять, не придумать, что они могут придумать, так как это такие специалисты в области провокаций, убийств, там, терактов и так далее. Как-то так. Ассаламу алейкум из Дагестана. Ва алейкум ассалам, Дагестан. Арсен, вот смотри, ты пишешь из фашистской России. Все люди, кто мне здесь пишут, находятся в фашистской России, подвергают себя угрозе. А если ты не на работе, если ты на самом деле искренний человек, который не связан никак с фашистской вот этой системой, то я думаю, ты подвергаешь себя угрозе, находясь здесь и говоря, что ты в Дагестане. Ну, из Дагестана ты говоришь так, поэтому я мог бы не зачитать этот комментарий, но здесь полностью все контролируется, мой канал на территории фашистской России запрещен, и я постоянно об этом говорю, иногда забываю, но имейте в виду, ваша безопасность, друзья, в ваших руках, будьте осторожны, будьте начеку, друзья. Не дай Бог почувствовать кому-либо, почувствовать, что такое война, говорит Иван Сэм. Да, Иван, я всегда так говорю, что такое война. Война — это вот самое страшное, что есть на этой земле. Просто все вот объединить, все страхи, которые есть. Вот это и есть война. А когда она на твоей земле, одно дело, когда ты едешь куда-то на чужую землю и не убивают твоих родственников, женщин, детей, бомбят, заберут в плен, пытают, режут на куски. Еще как-то ты один, ну это ладно, мужчина, любая психика привыкает в конце концов. Но это очень тяжело. Война — это самое страшное, что есть. Война должна прекратиться на этой земле раз и навсегда. Как-то так, Леон. Да, им кто... Так, ладно. Аслан, Россия самая богатая природная ресурсная страна. Если бы мы правильная политика и ресурсы распределялись на все население, все мечтали бы в Россию приехать. Совершенно верно. Так, Самур, хорошо, что Россия самая бедная. Россия не самая бедная. Уровень жизни был бы в 100 раз лучше, чем в Кувейте, Катаре, Сингапуре, Японии, Швеции, США, Германии. Да. Ичкерия просто необходим союзник США. Первое. А второе. Израиль, база США просто необходима. Вот тогда гарантии железобетонные. И реально развитие, инвестиции пойдут. И в ускоренном темпе, и план Маршалла. Да, это совершенно верно. Именно это моя мечта, которую я буду добиваться. Добиваться буду для своего многострадального чеченского народа. Так, справедливым.
Ладно, так, здесь уже выяснения пошли, друзья, особо не выясняйте. Да будь она проклята, эта Россия, вместе кто за нее. Адам, да, будь она проклята, имперская фашистская Россия. Добрый вечер всем добрым людям. Добрый. На полиграф согласен. Шамиль, это ты кому? Это справедливому человеку говоришь? Это уже у нас такой аргумент, кстати. Это очень хороший аргумент. И это обязательно должно войти в правила. Детектор лжи – это хорошая вещь. Не панацея, не избавление от всего. Кстати говоря, чуть не забыл самую главную новость сегодняшнюю. Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, что будет принят закон, приравнивающий коррупцию во время войны к измене, государственной измене. Вот это именно то, что я говорил. Вот эти 4 года здесь я сижу, или сколько, в эфире, и говорю, что коррупция во время войны — это самое страшное преступление, которое только может быть. Это самое страшное. И я полностью поддерживаю эту идею. Не только в Украине признать это, но и Чеченская республика Ичкерия должна приравнять коррупцию во время войны навеки вечные. Во время войны. Пускай не во время войны, это будет другое преступление, потому что оно квалифицируется по-другому. Однозначно, может быть там патриот, ну, имеется в виду, настоящий патриот-то не будет коррупционером. Но вот может быть человек, который, ну, не продался бы врагу, но запустил бы руку в казну. И все равно это неравное преступление, при всем при этом. Потому что предательство есть предательство. Но во время войны коррупция — это предательство. Это самое настоящее предательство и Родины, и народа, и всего остального. И я аплодирую, стоя просто, Владимиру Зеленскому за вот эту инициативу. Я надеюсь, этот закон будет принят. И в конце концов коррупция будет побеждена в Украине. Да, Мула. Асан, 9 числа министр иностранных дел Израиля договорился с коллегой из Молдовы о том, что 30 тысяч религиозных израильтян попадут в Украину на могилу раввина. Каждый год едут. Это как хадж в Мекку у мусульман. И вот сегодня срочное заявление от того же МИДа. Я не понял вначале. После своего сообщения о заходе в Турцию я задумался о совпадении. Ну, я не думаю, что с этим связано. Да, я знаю, что есть, у вас туда приезжают религиозники. Я это видел, наблюдал. Саму за всех не надо, говорит, никто не обрусил. Так, саму не спорство, я даже не знаю. Так. Будь прокляты дагестанцы, которые пошли за русских, убивали чеченцев, чтобы их поколение горело в аду. Адам, я не могу не сказать аминь на все, что ты сказал. Аминь. И не только дагестанцы. Все, кто пришел помогать нас уничтожать и уничтожал нас. Пусть их потомки будут расхлебывать то это. И я думаю, они будут расхлебывать. Мы назовем поименно, осудим, и они будут платить нашему государству, и тем, кого они убивали, будут платить деньги за то, что они над нами творили. Дар мула. Асан, я видел ваш комментарий Боровому. Думаю, что вы погорячи. Я тоже оставил коммент с просьбой объяснить высказывание. Жду, надеюсь, что он просто оговорился и исправит ошибку. Считаю, что это не пустяк, и Константин должен отреагировать. Иначе это будет похоже на историю Шендеровича. Мальчики плохо окопах, мальчикам плохо окоп под Бахмутом. Да, Эсант, я, конечно же, не погорячился. Я давно слежу за Константином Натановичем. С большим уважением всегда отзывался о нем. И вот это выражение, чисто такое фашистское выражение, что вот он помогал Лебедю договариваться, когда Лебедь там с Кремлем и с боевиками договаривался. Нет. Тогда нужно было сказать, с боевиками из Кремля и с чеченцами или с чеченской армией договариваться. И вот эти вещи, они для нас они очень болезненные. Мы пережили геноцид, это не шутки. Для нас это не шутки. И я не погорячился. Я написал Константину Боровому под этим видео.
и этот кусок вырезал. И я думаю, защитники Борового ко мне на канал заходили, мы кое-что обсуждали. И я не считаю правильным. Наоборот, и Константин Боровой, хоть он и не военный, но он россиянин. Да, Константин Боровой никогда не выступал против чеченцев и очень дружил с Валерией Ильиничной Новодворской, которая всегда нас поддерживала и с которой я с глубоким уважением отношусь к ее памяти. При всем при этом нужно понимать, что как россиянин каждый должен понимать, что он разделяет эту ответственность. Я ни в коем случае не сравниваю Константина Натановича с какими-то имперцами, там близко этого нет, конечно же. Хотя многие говорят, там Константин Натанович говорил с Дудаевым, и что там он мог специально быть там замешан в убийстве Джохара Дудаева. Я в это не верю, не хочу в это ни в коем случае верить, никогда не допускал этой мысли. И, конечно же, такие вещи про него говорят. И поэтому когда он такие вещи заявляет, самое интересное, Константин Натанович это не Аслан Арцуев, я прямо скажу. Константин Натановичем я, можно сказать, даже учусь у него, как он разговаривает, как он подбирает слова, как он бывает спокоен, даже если его провоцируют на разговоры. И это я мог бы оговориться, где-то что-то ляпнуть бы. И то я такой не ляпаю, а если ляпаю, то моментально извинился бы. Константин Натанович это не ляпнул. Константин Натанович сказал то, что думает, на мой взгляд. Если он извинится за это, я уберу это видео и скажу, что все исчерпано. Всего лишь сказано слово. Там нас убивали, поэтому, конечно же, я не хочу сделать себе еще одного врага из Константина Натановича. Конечно, нет. Ни в коем случае. Так, к сожалению, многочисленные языки исчезнут. Это дело времени. А вот крупные языки, такие как аварский, кумыкский, лезгинский, еще можно сохранить. -то. Я, кстати говоря, также реагирую и на то, что говорят украинцы. То, что Гордон говорит, то, что Арестович говорит, хотя они не россияне. Там другие, третьи, вот эти два экзотических журналиста, которые там общаются с пленными, российскими пленными общаются. Я тоже реагирую. Есть Вольнов, по-моему, да, есть такой один пранкер, не Вольнов, как его, не забываю, не помню, короче, как его точно фамилия, может Вольнов. Тоже разные вещи такие, чисто фашистские, такие как русские нарративы проскакивают. Они же долгое время в русском информационном поле пребывали, и с удовольствием они выросли на этом. Все 20-30 лет, пока мы сражались, все остальные, да, поддакивали, конечно, Россия, мочи этих чурок, там, все такое, это все было. Поэтому я реагирую и на украинцев, когда так говорят. Хотя украинцы не россияне. Не россияне, но я реагирую так, как реагирую, потому что каждый должен отстаивать свои интересы. Если я отстаиваю украинские, то и украинцы должны бы отстаивать мои интересы. Почему нет? Одно дело делаем. Но поэтому, Константину Натановичу, если я украинцам это могу предъявить, почему я не могу Константину Натановичу, как россиянину предъявить? Предъявлю еще как любому. Я это, конечно, в зависимости от человека, более уважительно, менее уважительно буду делать. Я думаю, я в корректной форме назвал его также боевик, я его не стал оскорблять. Я сказал, Константин Натанович боевик. А кто он, как не боевик? Если Аслан Масхадов боевик, боевик это вооруженный бандит. Бандит это человек, который пытается заработать себе какие-то там бабки, там, себе улучшить свое материальное положение. Бандит он, да, он нарушает закон и пытается себе как-то создать лучшие условия жизни. Я не думаю, что Басаев пытался заработать себе бабок, или Масхадов, или кто-либо еще. И тогда можно всех украинских полководцев назвать тоже боевиками. Поэтому я думаю, что справедливо Константина Натановича я назвал боевиком. Никак больше не оскорблял, ничего. Правда, на ты сказал, у евреев на ты обращение, у чеченцев на ты обращение. В это я не вкладывал ни в коем случае какой-то
оскорбительный контекст, но боевик Константин Натаныч нормально звучит даже. Основу предателей нет наций. Те, кто убивал и вас, и нас убивали. Арсен, я знаю, абсолютно так. В Дагестане очень много молодежи было убито. Именно вот этими мерзавцами, подонками. Я знаю. Ночью вам надо найти себе посредников, чтобы лоббировали ваши интересы США и Израиля. Вам надо подумать, как этот вопрос реализовать. Если грамотно подойти к этому вопросу, все получится. Спасибо, файтер Израиля. Спасибо за советы. Спасибо. Ассаламу алейкум. Аш доллар самахку. Ва алейкум ассалам. Борового часто смотрю, такие высказывания у него не редкость. Шамиль, ну я первый раз такое услышал от него, первый раз. Никогда я даже не думал, что он так скажет. И он, знаете, даже паузу выдержал, показалось, может, мне, но он так как сказал, и как будто, ну вот, а это такой реверанс в сторону русских имперцев. Все равно я свой, типа, парни, но они же боевики, это же бандиты вооруженные. Вот так мне показалось, как ножом по сердцу. Ну да ладно. Это самое малое, что делали нам россияне. Самое малое. Конечно, уничтожили, но они не будут гореть в аду. Они чеченоговорящие. А топить будут в аду, мой брат, этот достойный дагестанец. Возле меня тут живут 4 семья из Даги. Уважаю, люблю, достойно. Вот это другой разговор, Адам. Мы с дагестанцами одна кавказская нация. Ну, те, кто не за фашистскую Россию, конечно. Так, Вальдемар Штайнбрахер. Аслан, сегодня день траура советских немцев. Это день депортации немцев по Волжье и Украины в Сибирь и Казахстан. Похожая история к чеченцам. Я знаю, Вальдемар, мои искренние соболезнования всем тем, кто тогда был депортирован, кто погиб в этой жестокой, бесчеловечной депортации. И мы там жили вместе, чеченцы и немцы жили вместе. Я знаю, и много есть, и породнились, и подружились, и всю свою жизнь, через всю свою жизнь пронесли эту дружбу чеченцы и немцы, которые там оказались. Вольнов Никита Кубиков. А его настоящая фамилия Никита Кубиков, что ли? Его настоящая? Вольнов, да, Вольнов такой есть. Любил он такие вещи делать, набрасывался он. Любил он на кавказцев там гнать, там, ну, по-русски чисто. Чисто по-русски, да. Ашмоле? Ашцамол хасо. Придет день, когда каждого чеченца у всех спросят, и тут Аллах не поможет. Так, друзья, вы сегодня в ударе просто в Ютубе, обычно вы не очень активны. Не коверкай слова, ты с высшего образования, иди купи, у вас не переделывают. Спасибо за объяснение вашей позиции по Боровому. Пожалуйста. Экзистенциональную, но конвенциональную, блин. Реальную войну надо давать и возможность кончить школу нормально. Экзистенциональную я сказал. Я по-другому сказал, что ли, да? Ну, спасибо, ты же у меня есть. Я что, тебя зря тут держу, что ли? Правильно, подсказывай, как мне говорить в следующий раз. Правильно, правильно. Так, а что, в ТикТоке у нас почему-то тишина. Вы что, ребят, совсем, что ли? Так. А Сайдигу надо было спросить, не хочет ли он вернуть Памил.
у тебя немножко устаревшая информация. Я понимаю, что вы ненавидите Идигова из-за его принципиальную позицию. Я теперь понимаю, за что меня ненавидят. У меня тоже принципиальная позиция. И я не собираюсь уступать со своей позиции. Любой человек, который продается врагу, я с ним не буду иметь никаких дел. Никаких, вообще ни при каких обстоятельствах. И Идигов принципиально, и его товарищи стоят принципиально на этой позиции. Хотя он мог бы быть осыпан золотом, в отличие от многих. И та информация, которая была закинута по поводу того, что там Идигов причастен к коррупции там, и так далее, это оказалось фейком, ложью. Те люди, которые распространили этот фейк и ложь, написали объяснение, что они были обмануты и специально их использовали. И Аслану Масхадову приносили, я не знаю, вот по поводу вот этой аудиозаписи, которая есть, во-первых, ее можно подделать, а во-вторых, можно было дезинформировать Аслана Масхадова. Но один факт, который вы никто не можете отрицать. Та запись, которая была записана якобы Асланом Масхадовым, и потом закон, который утвердил двух людей здесь в Европе, это Аят Идигов и Ильяс Ахматов, которым можно было представлять здесь нашу республику, наш народ здесь в Европе. Все остальные должны были вернуться в Чеченскую республику Ичкерия. Это вы отрицать никак не можете. Поэтому вся ваша вот эта туфта, которую накидываете, она ровным счетом ничего не стоит. Понимаете? Я все проверил, я все изучал, я все смотрел. Я не могу гарантировать как за себя, там, за других. Но я знаю, что Аслан Масхадов бы никогда, человек, который там коррупцией там, обвиняет он кого-то, не оставил бы его здесь. А Аят Идигов, и еще раз я напоминаю, это один из двоих людей, который был Асланом Масхадовым здесь оставлен. После этого был оставлен Абдулхалимом Садулаевым после гибели Масхадова, потом Доккой Умаровым и так далее, и так далее. Это принципиальнейший человек и очень много, очень опытный и владеющий большим объемом информации. И очень хорошо, что он и такие люди из президиума, он всего лишь один из сопредседателей президиума. Хорошо, что он есть у нас. Он не обманывает, он не лжет, он не продается, не покупается, он не подписывает с Россией договора, не использует наш народ. Он много чего сделал, и это огромный Божий дар, который нам вот после геноцида. А кто бы сейчас был бы, представьте, если бы Аят Идигов с 2005 года, он говорит, 2005 года, с 2006-2007 года, как Сараляпов, Закаев пытались узурпировать власть, захватить власть они пытались. И сейчас они уже фактически уже посчитали, что им все это удалось. Я, к большому сожалению, приложил руку к популяризации, к популяризированию вот этих самозванцев, которые захватили, пытались узурпировать власть. Это дичайшее преступление. И именно поэтому я об этом сейчас продолжаю говорить и буду говорить. Ровно до тех пор, пока мой чеченский народ будет иметь свою чеченскую, некоррумпированную, честную по отношению к своему чеченскому народу власть. Вот таких людей я хочу видеть. Я идеалист в этом плане. Я верю, что такие люди есть среди нас. Я верю, что Дудаев такой был. Его даже враги называли самый честный и самый бедный. Я верю, что Аят Идигов такой. Я верю много, что такие люди, отдавшие свои жизни, есть. В отличие от Ахмеда Закаева, от других людей, которого в прямом эфире у меня на канале Муса Таипов говорит, что он получил $1 миллион и ничего не отдал нашим партизанам, нашим бойцам и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому давайте вы не будете делать нападки на Аяда Идигова. Вы о нем не вспоминали, пока я не начал его поддерживать и говорить об этом. Потому что вы боялись лишний раз его имя вспомнить. Потому что это он и его президиум, его соратники являются единственной легитимной, законной, независимой чеченской властью,
которые не предали и не предадут, раз уже не предали, за все эти соблазны, геноцид, страхи, угрозы и так далее, которые не предадут. А я хочу идти именно за такими людьми, понимаешь, которые не предадут. Ни меня не предадут, ни других не предадут. Так. У Вольного бизнес завязан на россиян, это его аудитория, так что ничего удивительного его поведение, работает на свою аудиторию. Ну, сейчас он очень такие резкие вещи говорит и про россиян, что даже про убитых, про трупы, там, матерям звонить, ну, это кощунство. Мне кажется, это дискредитация. У меня это вызывает отторжение. Я не знаю, кому это нравится, но я не могу это слушать и смотреть. Мне не нравилось, что он говорит там на кавказцев, на мусульман, на чеченцев, на там, чеченцев конкретно не помню, но на кавказцев, чурки, мурки, там все такое. И сейчас, когда он говорит там на убитых, там жене, может, матери может позвонить, там наговорить. Ну, я это не понимаю. В моем культурном восприятии это никак не укладывается. Ну, может, это как-то кому-то нравится, кто-то тащится от этого, не знаю. Мне это не нравится. Так, Вальдемар Аслан, я дома, на родине предков. Рад, что Германия дает таким, как ты, убежище. Ичкерия будет вильным. Вольно. Спасибо, Вальдемар. Да, Германия дала мне убежище. Огромное спасибо немцам, Германии. И таким образом, по разным оценкам, около 50 тысяч принято чеченцев здесь. Нам дается бесплатная медицина по страховке. Нам обеспечивают наших детей образованием. Огромная благодарность. Именно только даже за одно образование можно, я не знаю, днем и ночью воспевать эту Германию в стихах и одах. Наши старики, больные получают самое лучшее медицинское обслуживание. Мой отец, которому уже за 70 лет, он сердечник, мы попадали в больницу, я был в этой больнице и наблюдал, как медсестра просто 70 или за 70 лет человеку, когда она его там по руке вот так гладит, как будто это ее отец. Это, я вам скажу, это человечно, это человечно. Большое спасибо, низкий поклон Германии. Так, про народ и честь офицера исчерпывающе сказал Джохар. Привели цитаты из его интервью, чтобы всем было понятно, кто есть и что к чему. Привели цитаты, если помнишь, конечно. Я не понял. Так. Да, Шамиль, нет фактов. Вот этот вброс про коррупцию Аяда Идигова, Аяд Идигов эти вещи, он как правовой человек, он государственник, конституционалист и бывший председатель парламента, это высший законодательный орган, наш законодательный орган. У нас государство в большей части парламентское, президентское парламентское, но больше парламентское. И он эти вещи очень щепетильно относится. Ну и плюс репутация для чеченца, у которому она важна. Просто есть чеченцы сейчас, которые потеряли репутацию так, что, как говорил Джохар Дудаев, если подонок чеченец, то он козырный просто подонок. Вот это, к большому сожалению, тоже присутствует сейчас с учетом вот этих тяжких испытаний. Многие, к сожалению, выявилось очень. А у Аяда в этом плане очень щепетильное отношение к своей репутации. И репутация просто кристальная, я бы сказал. Кристальная. Я общаюсь, знаете, у меня есть друг, вообще, кто в этой теме находится, кто вот занимается русско-чеченской войной, противостоит России, характеры очень суровые, я вам скажу, выковываются просто невыносимо, просто жесткие характеры выковываются. Так вот,
у меня есть друзья здесь, с которыми мы притираемся, друг друга познаем, узнаем там и все такое. Так вот, у меня есть друг, который, ну, я не знаю, более принципиального, более фанатично преданного этому делу, но он много потерял на этом пути, он от родственников, ну все, что человек имел и все, что человеку было дорого, он это потерял. И ни на йоту, ни на секунду не сошел с своего пути. И он так, и ты когда смотришь, его верность, преданность к этим вещам, ты заряжаешься этой верностью и преданностью этому делу. Это очень, это люди, с которых нужно, ну, брать пример просто. Я ему сказал, что мы тебя будем в старости в школу водить, чтобы ты детям с тростью ходил и рассказывал детям, какие там трудности ты пережил. А он видел просто невероятно, никто не поверит даже, какие вещи он видел. Так вот, вот этот человек, он принципиален ко всему. Вот он к слову принципиален, он к вашему взгляду принципиален в этом деле. Так вот, этот человек дает оценку аяду и дигу на 10 из 5 возможных. Понимаете? Поэтому и я не хочу сейчас это говорить там, чтобы не получилось, что я там как-то слишком там возношу человека, а я это тоже может услышать, увидеть. И ни малейшего желания не говорю, и никуда не собираюсь идти, но я должен это сказать, чтобы другие люди знали, о чем я прошел вот здесь от самой грязи, вот все я перекопал здесь, чтобы прийти к своему какому-то пониманию, то, что вокруг происходит. И речь не идет, что человек там такой или сякой. Речь идет, насколько верен он тому делу, которое посвятил жизнь, и погибли тысячи и тысячи наших братьев и сестер. Ладно, поехали дальше. Освобождение Работина означает начало битвы за Мелитополь и Бердянск. Мустан, ну алейкум ассалам, ты как обычно, короче, как будто у тебя с Залужным одни карты, короче, сразу информацию выдаешь. Как сообщает издание, следующим шагом будет окружение Токмака, мощного логистического хаба вооруженных сил фашистской России. Страны-партнеры дали добро Украине на удары по Крыму Подоляк. Ясно. Ну, по Крыму-то никто и не может запретить, если честно. Так. Я слушал и буду слушать Аяда и Диго. Надеюсь, будет повторное интервью. Я много узнал и больше узнаю, если повторите. Буля, ты, ну, может, ты в теме, я не знаю, насколько ты посвящен в это. Я, как человек, который был абсолютно вот с улицы, можно сказать, никак не посвящен в это все, для меня многие вещи были новые. И мне приходилось там много раз там переслать, чтобы это у меня мозаика, картина сложилась. Я скажу, что многие вещи, ну, суть говорит аят, суть. И эта суть нам, она всем нужна, она очень важна. Главное, мы же воевали, сражались, боролись не для того, чтобы там просто там ради того, чтобы повоевать и захватить власть, да, чтобы там прийти к власти и сесть. Мы боролись для своего народа, за свободу своего народа, чтобы у нас были права, чтобы нас русские не могли в любой момент депортировать, когда захотят, чтобы у нас язык исчезающий, кстати говоря, внесенный ЮНЕСКО в список, в перечень исчезающих языков, чтобы наш язык, наша культура, наша история, все это было нашим, чтобы мы могли иметь свои права, свою культуру и так, свою самобытность сохранить. Так вот, вот эти все вещи, которые у нас сохранились, да, нам нужны, чтобы отсоединиться от фашистской России. Вот ничего у нас, кроме хорошо укрепленной границы, ничего у нас не должно связывать с ними. А нам пытаются, вот сейчас вот вы, кто мои зрители смотрят, вы видите, как они пытаются стереть грань. Они хотят сказать, что мы воюем там, какую-то религиозную войну ведем, что вот мы хотим установить, как будто
сейчас в Чечне нельзя молиться, или там еще, как будто кто-то там против религии выступает, или мы там боролись против религии. Как будто, например, эти немцы, которые нас тут приняли, они являются такими же убийцами нас, как русские. Вот нам так кафиры, кефиры, мафиры, там, другие молочные продукты. Вот разные вещи говорят. Это неправда, это обман. Самая большая наша проблема — это Российская империя. И мы выступаем против нее. И вот эти люди, такие как Аят Идигов, другие люди, которые уходят в президиум правительства, эти люди стояли и стоят на этом пути. И это самое важное. Самое важное это. Все остальное, все это отвлекающие моменты, на которые нас хотят отвлечь. Как-то так делать. Поэтому Аяда мы будем приглашать, будем звать обязательно и будем набираться его опытом и его видением этой проблемы. Так, Асан, как ты думаешь, почему ВВП перемещается в последнее время на поезде? Эд, я не знаю. Я не знаю, почему он перемещается. Ну, в целях безопасности, наверное, потому что мы помним вот этого северокорейского вот этого вождя, который тоже на поезде перемещался. Ну, не знаю. Для безопасности. Я не знаю, перемещается он на поезде или нет, и вообще вылазит он из бункера или нет. Вот что, я не знаю. Ну, то, что на самолете после вот этого Пригожина никто не захочет уже, я скажу. Никто не захочет уже летать на самолете. В полном согласии. Я не только чеченский, а у вас кумыс, лезгин, даргинский, лахский стоят под угрозой исчезновения. Да, совершенно верно, Самур. Совершенно верно. В России другие языки, они там очень пеклись о языке, который там в Украине ущемляют, хотя это ложь. А в самой России коренные жители России, якобы коренные жители, их на языки исчезают. Посмотрите, сколько языков уже исчезло в фашистской России, сколько народов уже исчезло. Вот вам и ответ. Я лично не верю Натанычу. Не могу себе пересилить забыть про то, что русские бандиты-террористы убили нашего Джохара Дудаева и всех наших президентов. Ну, Натаныч в этом может быть не виновен, понимаешь, Чирей? Мы не можем за то, что фашня убивает нас, ненавидеть всех. А так не доверять ты, конечно, имеешь право. Любому россиянину, любой национальности, любому россиянину, чеченец имеет полное право не доверять. Справедливый человек, меня видно тут? Да, справедливый человек, тебя видно. Желаю стать чеченцем, чтобы научиться борьбе за свободу, и потом научить этому татар. Шамиль, вот наш канал тебе будет хорошим подспорьем. Присоединяйся. А почему про языки Западного Кавказа забываете? А вот ты не забывай, не давай нам забыть, справедливый человек. Не давай забыть. Доброго вечера, всем салам. Доброго вечера, Гамаджоба, Тимур. Ночью чоу просто. Нам потребовалось 30 лет, чтобы узнать, кто такой Закаев. Нет ли угрозы, что другие также поступят? Что, еще 30 лет потребуется кому-то, чтобы узнать? Ну, это я не знаю. Я, например, оказался в этой ситуации только лишь потому, что не было достаточно человек информации, который вот разъяснял, отвечал, доказывал, несмотря на то, что его гнобили бы и так далее. И я оказался там, где я оказался. И поверил, повелся на эту пропаганду, повелся на эту ложь. И поэтому вот я сижу перед вами и рассказываю то, что, например, многие чеченцы не делают.
знают больше, чем я, но не делают. Потому что вот он обжегся, где-то он узнал для себя информацию, вот он сидит, и что, я садедовар ду, а сам не сижу бош, ашу из. А я не жду. Я говорю, чтобы другой чеченец не оказался в той же ситуации. И вот поэтому вот сижу перед вами и рассказываю вам то, что рассказываю. И про Закаева, и про вот весь наш политикум чеченский. Так что, вот такие вот. Так, бяхбах, умдат, самзат. Хосан, хой адаме, ди кавошу, алейксалам, дел рейс хуйшун, шудат цари, ищайцершун. Асан, Россия не то, что коренные языки исчезают, коренные народы исчезают. Вся Сибирь спевает, там буряты, хакасы, якуты, себя русскими. Да, совершенно верно, Саму. Я об этом и говорил, народы исчезают. Как бы энергию Гарри Табаха переключить с украинского ленд-лиза на лоббирование чеченских проблем в США? Украинцам ленд-лиз не нужен, из всех утюгов вещают об этом. А Табаха врагом называют. Как? Файтер, но Гарри делает большую работу. И украинцы, я думаю, правильно думающие украинцы правильно оценивают то, что он делает. Он как гражданин Америки имеет право и критиковать свою страну, и требовать. А украинцы, которые получают эту помощь, они как бы так не могут, как он. Поэтому Гарри Табах сейчас во время войны нужный человек. И, конечно же, он нам нужен. И у него есть чеченские друзья, и я могу считать себя его другом. И надеюсь, он считает меня своим другом. Поэтому считаю, уже кому лоббировать у нас есть в Америке. Будем надеяться, что ну там достаточно же нужное время сказать нужное слово, понимаешь? Что ну смотрите, ну над кем еще больше геноцид совершен с окончания Второй мировой войны, как над нами вот сейчас. Ни над кем. Поэтому нас не пройдут, нашу проблему не объехать, не обскакать. Поэтому и мы будем настаивать. Я буду кричать днем и ночью об этом. Да, мула. И я думаю, и Гарри Табах нам в этом помогает. Он помогает. Просто его слово уже, он очень всегда в часто, знаете, когда россияне говорят о какой-либо проблеме, они все говорят. Ну, пропуская чеченскую проблему. Самое большое путинское, КГБшное, российское преступление в новейшей истории. Они пропускают, как будто его не было. Это дождь, там разные, там отмороженных там мерзавцев я не говорю. Вот дожди там, ну это тоже отмороженные мерзавцы, все вот эти Ходорковский, Модарковский, ну гибняк, которые под другим соусом. А Гарри не проходит. И он всегда говорит. Чеченцы говорят, чеченская проблема, чеченская тема. И это очень важно. Это очень важно. Все будет отлично. Аслан, твоя свои старания дали такие всходы. Закай уже начал реагировать на активизацию Аяда. Призывал всех чеченцев объединяться. Да, мне тоже уже тут пишут комментарии здесь такие, что я, оказывается, в большой питандешек соу, что я стравливаю чеченцев, оказывается. Значит, меня вербовали, значит, пытались вербовать из правительства Ахмеда Закаева человек, и потом Ахмед Закаев мне лгал, что я человек не в его правительстве и так далее. Потом меня призывали там проклясть чеченским проклятием, там туда мягко на алткаях, дешь там туда-сюда, значит, я был во всем виноват. Значит, вся моя вина в том, что я не захотел работать на русских. Вот вся моя вина. Хотят люди или не хотят, чеченцы будут поддерживать не потому, что Аяд там это Аяд, а Закаев это Закаев. Нет. Или потому, что я так сказал. Чеченцы будут поддерживать правду. Я чеченец, я как и ты, мы знаем, кто мы такие, правильно? Мы знаем. И любой человек хочет правду, любой человек хочет справедливости. А у нас это очень болезненно, особенно за последние 30 лет, когда мы не видели этой справедливости, не видели этой правды. И теперь я взял на себя эту ответственность и говорить эту правду. И вот эту правду мы показываем чеченцам, я показываю вам всем. И вы делаете выводы.
Я виноват перед вами, что я ошибся, но я свою ошибку вам прямо сказал. Я ошибся, я виноват. Вы видите, что я делаю бескорыстно. Меня могли купить, продать, там, согласиться, запугать, там, еще что-то. Я не поддался на это все и не поддамся никогда. Потому что для меня важна правда. А правда говорит о том, что если я окажусь прав насчет Аяда Идигова, нашего президиума, то весь чеченский народ поддержит Аяда Идигова и президиум наш. Вот что будет. Понимаете? И все. И хочет этого кто-то или не хочет, там какие-то бабки туда выделяются, кто-то там где-то из себя там пытается изобразить, что он там какой-то деятель, не поддержит чеченский народ. Чеченский народ поддержит правду, только правду и ничего кроме правды. Да, мулла. Да, мулла. И всех я призываю. Не надо мне верить, сами послушайте, посмотрите, прислушайтесь, почитайте, задайте вопросы. Аят Идигов и на нашем канале он будет, да, мулла, почаще. В Фейсбуке он есть. Это ложь, что Аят Идигов там ничего не делает, не говорит. Он всегда был на этом канале. Да, он осторожен, он не верит, многим он не верит, он прошел, я уже никому не верю. И он тоже не верит, и я это прекрасно понимаю. Я теперь его очень хорошо понимаю в этом плане. Давайте делать что-то, помогать, развивать. И если мы хотим, чтобы у нас был настоящий лидер от Дудаева, который идет, вот и есть то, что хочет Ахмед Закаев или не хочет, там развели они большую деятельность или не развели, не получится у них победить правду, ни у кого. И им они вынуждены будут согласиться тем, что выбор чеченского народа это правда. И все. Аят Идигов несет эту правду, Закаев несет эту правду. Неважно. Вот кто несет эту правду, вот он и будет. И они несут это. Вот чем их заслуга. Понимаете? Самое трудное время, самое тяжелое время, когда тебя убивали, когда тебя запугивали, твоих родственников, и сейчас это продолжается, но это было особенно тогда, сейчас они отвлечены на Украину, и не так это сейчас сильно заметно, хотя это тоже не оставляется все. Но сейчас пробуждение происходит, еще чеченцы не поняли до конца, не до конца верят, потому что шок был очень, геноцид был страшный, который над нами произошел. Что вот до конца все это поменяется, не поменяется, поменяется чеченцы, уже меняется, и 100% уже другого возврата больше не будет к тому, что было. Кадыров, Путин, это все в прошлом. Не знаю, насколько развалится Россия, кто выйдет из состава России, там, и так далее, я не знаю. Слухи, там, слышишь ты разные голоса, что там Россия там должна остаться, там как-то ее переформатировать, там еще что-то. Но то, что Чеченская республика Ичкерия и, вероятно, весь Кавказ выйдут из состава фашистской России, и Татарстан, я в этом уверен, ну, на 99%. Что Ичкерия выйдет, я на 99%, Кавказ на 95%. Ну так я от балды вам все это говорю с головой, потому что я в это верю. Поэтому эти люди, которые прошли это, ну а за кем тогда еще пойти? Ну давайте объявим, что вот новый кто-то появился, он там, вот он будет. Нет, не будет. Будет тот, кто честно прошел весь путь. Я пойду за этим человеком. Я хочу идти за этим человеком. Если мне суждено умереть на этом пути, я буду знать, что мой лидер, он дальше пройдет, а не продаст и мою жизнь, и жизнь других, которые до меня погибли на этом пути. Вот что для меня важно. Идигов один и единственный, кто на правильном пути, говорит, ваш. Я своим опытом могу сказать, что ты прав. Я вот прошел это все. Оправдывание. Я дигдацер, дицер. Но что карязок комментарий что? Дуй ваш дуй бо. Дицер дикадацер. Но что доузит лесон?
zu idigaus bošdeg laca duž, zakaju dēvētan hļavijan saguso, botdeg lošs, pravdu lošku jukā. Sen karma dinņāja botdeg dēcai gāskšan, tie bol bija maēlņā, aha, stop, aha, aš atsunlīšu barīšu. Значит, иц энхельвишу, хош бу гāskšan, tie bol bieš. Хош būs jūr gāskšan, tie bol bija būs bieš. So sēdega, sēditaditan, sēd, vēhar, dēhar, sēdolum oakvasa, o kur juqīvian, camu juqī cabokškēna, šēviku kuro ütškēna, juqīvian, gāskšan, tie bol bija xillak, so qērādīcarē, alla, so otsniet jā vāco. Išt dušun, dēl mu'lā. Ишь сатуишал и дукшун, цу аядел, да, цу президиумел, да. Я говорю, что думаю и знаю. Да и рейс хуйновашься. Асан, даже погода меняется. Просто заказ КГБ стал рыси. И вокуду, стал рыси вокуду. Николас Кейдж говорит только правду. Так, друзья, давайте промотаем чуть-чуть. Ваша, бывают ошибки, мы все грешные, бывает. Не убивай себя за той правды. Аскоя, спасибо за поддержку. Спасибо. Асан, если тебя ругают другие, значит ты на правильном пути. Да. КГБ мешкажель. Асан массу хэна хумдуючо амцу. Ахмедет связи хунцавола. Ахмед милу ауицак. Закая уиця. Хуалвасу связи. Хуалвасу. Каждый раз дебаты о чем? А какие? А какие дебаты у меня с Ахмед Закаевым? У меня не может быть с этим человеком никаких дебатов. Если он сожалеет о том, что сделал, он не сможет уже все отмотать назад и станет на свой путь, все, я просто замолчу и не буду больше о нем говорить. Хаулир сторонник КГБ УЛ Наган Дадозич. Хаулир сторонник КГБ УЛ Бокуду Ацакит Сустрон. Я призываю на детектор лжи проверить. Давайте не будем говорить, я не верю словам, я верю только делам. А дела говорят о том, что давайте мы на детекторе лжи проверим. И меня, и Закаева, и всех. Сум сайта минца ойс, сум Закаевца ойс. Сейчас цен бубовые, детектор лжи, пожалуйста. Я в эти игры с этими людьми я не буду. Я не доверяю просто. Я никому не доверяю вообще в этой жизни. Понимаешь? А им я не доверяю особенно. Я призываю на детектор лжи. Все. Никаких разговоров. Ничего. Да, чаш было. Раскшкар шаш ахшца уец болешь. Раска интерес шаш преследовать цель болешь. Давайте на детектор лжи. Все, какие вопросы? И меня проверим заодно. Я же призываю. Я же уже сколько отдельно видео делал, звал, призывал. Никто не идет. Понимаешь? Они сидят на небесах якобы там. Управляют. А это не так. Они не на небесах. Им показалось. Они ошиблись. Это обман был. Делахтиш, удер, со делахтиш. Причем здесь и сендуется, а я улчу, со делахтиш, а сам у этих людей даже вопросы заряжены на КГБ. Сундела, сун целя, шун, цанница, резк связаны, уй, шун, цанница, аунца диссу. Просто я не хочу. Можно это меня ж понять? Можно? Простое у меня правило. Не хочу просто ничего иметь, то, что связано с фашистской русней. Да, Ваша, мы свое вернем, никто нас не оставит. Да, Мула Адам. Ассаламу алейкум, ночь. Ассалам, Бяхмобиль сегодня не смог ответить, я по телефону был в дороге, связь была очень плохой. Салам, маршал, тебе и твоим слушателям, всего будет ичкеля, да, Мула. Ва алейкум ассалам.
Deres huil, delir salam marshal huil. Beknoch allo salam marshal hayna oshka masaga dal alsh doysho. Dal alsh doysho. Dal qollan bahti rasqib. Astopirla, ва, идите я дочь, мадушуншу. Вас цабо резкий, просто этнический резкий, 100 раз подчеркнуть, маду просто резкий ораль мацабояс, резкий айдол, мюжги, империю озвучить. Да, ака чима квельниво. Мостан идик эйлер. Ола, идите я дочь, мадушу, резкий квельнам бацу. Ола, квельнам гербуешь, солнце от салмом садится, богу мою юй. ايش مولي Асан, чего я не могу понять, это то, что все призывают Закай опомниться, признать свои ошибки, вернуться в правовое поле, работать вместе. Он совершил преступление, должен быть судим по закону Ичкери. Хамзат, конечно, любое преступление, там нужно отвечать за это преступление. И он не сойдет с этого, он не может отказаться. Если то, что в чем его обвиняют, это правда, он не может от этого уйти. Так просто так, я передумал, Aslında arq malivoy alkogol maqollin da arq malaram Саумадачун, ши оман ямарт, ши махкан динна массумна арум жададол, страшно, что я не ожидал. Я был 35-летний, 36-летний мужчина, я не ожидал, что здесь в Европе относительной безопасности мы позволим вот так вот этим всем вещам развиваться. Здесь ГРУ на ГРУ сидит, кадыровец на кадыровице сидит, и мы вообще не работаем против них. Никакой информационной деятельности не ведется. Все сидят, цаум нислурду. Нислурдац дер, ой, умад нистари, чайша, нисмацала. Дерес вот это. Мамала мол мельч дикам вольба. Стронг. Стронг. Так. Аса сюжик қармалар оле до не хақ душлил чула. Ола дудер қармаларам 1000 раз оле хайн зиде шо не хақ да не зидеш. А когда во время войны ты это делаешь, даже я это допускаю, даже коррупцию я там, где-то ты руку запустил, где-то ты там прибрал. Но потом, когда ты сдаешь интересы своего государства, и это интересы не только вот этой группы лиц, которые сейчас сражаются, или там этого народа, который в этом промежутке историческом мы все живем, да? Кто-то там с семьями, чуамельвик, вельнахмабуй, кой-то ваш, если я не ошибаюсь, я шиитуя, кой-то вашук, 13 братьев погибло. Представьте, шичуай, мягчуай, девежри, ненвежри, зудри, бейш, один мелбол наших на там обвехка а не ты арабой кахвикш. У меня в голове это не укладывается. И ты предаешь не только этих вот сегодня живущих, ты предаешь все 400 лет этой борьбы. Нету истории того, что мы подписали договор с Россией, что мы часть России, что мы капитулируем перед Россией. Понимаете? Милварова вице-президент, Масхадов Вир, Абдулхалим Вир, Док Вир, а вице-президент Милвар Арсанов, Вах Арсаев, вари Арсанов. Ему просто нужно было сказать, я согласен подписать все, его сына, его бы не убили бы.
Просто нужно было сказать, все, я с Россией, все, больше ничего, как Кадыров сказал, все, он на грани выживания был, на грани жизни и смерти. Спас бы своего сына, спас бы себя. Потом он бы мог сказать, нет, я пошутил, сбежать, еще что-то, хотя не дали бы. Он этого не сказал. Понимаете? Арсен, вада газот обл дуэльцу. И мелк из вина, мелк из хизвин вина и сег. И эльчани, шидваш багар эрдехчани, вошварис. А тут люди сами бегут, давайте мы хотим работать, дай нам $1 миллион, я хочу продать 400 лет, хочу продать, всех я умерших хочу продать, все хочу продать. У меня это в голове не укладывается. Худаваллацу ахшна, да валавил и дисаг. Худалахвил, ты можешь только съесть в день, там, не знаю, 5 килограмм мяса при всем желании, даже если ты вот толстяк какой-нибудь. Ездить ты на одной машине только можешь. Ну ладно, на выходные еще себе Ламборджини ты купишь. Ну все. Ну куда это столько? А это можно заработать абсолютно никого не продавая. Просто заработай, выйди, заработай деньги. Это не проблема. Тама велч чун геш деш дац хак диан чун темлой диан хакам дюйцер дац. Темлой хак да измена Родины. А вот видишь, украинцы сейчас, слава богу, позор, конечно, что дошло до этого состояния. Но украинцы сейчас, вот Зеленский сейчас говорит, что будет решение приравнять коррупцию во время войны к государственной измене. Вы и цадой сун цаюш, сун и ночи цаюш, сун и государство цаюш. Во время войны закон родишь, что он. Цаюкир ахчуич вегуй изменник Родины валь. И вы признать дадишь духшун. Сола висаса висет духшунешик рабош. И сун цаюш, сун государство уиш яцк сун. Цаума цаюш сун. И вы дешь даться. Так, Диона. Тогда зачем его призывают образумиться? Мое мнение, призывает его вернуться, признав свою ошибку. Те, кто его призывает, легализуют его преступление. Нельзя так. А я его призывал вернуться и работать вместе. Хамзат, он это делает очень много. Политик мой аят. Грамотный сагау. Я не согласен, чтобы... Я согласен, чтобы он отошел вообще. Аят, этот Ахмед должен отойти в сторону. Все, просто исчезнуть с радаров. Чеченский народ и так у нас бардака полно, разберемся. Если есть доказательства, если есть уголовное преступление, и адвокат и пускай доказывают, что он невиновен или там и так далее. А если Цахасун, я не знаю почему, но я за то, чтобы все, кто совершал преступления против, тяжкие преступления, смягчить из жестокий вац, амнистия из халположение хилла, духом простить дадишь, духом не стурдувай. Но есть вещи, он прощать, да еще очень. Аят Бога зарешен селан, вай ошибка дарис. Ой, и иллюстрация царь дой предатель швой жупица узбар. А и жупи узбар худу самушин тилац дизис. Хите шо самут тилац диз и чирш тилац диз и дойнш тилац диз и нах тилац биз ишам духко нахма бой. А Кадыров сам бел бац нах бой людоеч бац нах дац. Асна масхадуин цалиер дудаевин цалиер ну дудаевим ши оправдание. Вот КГБ перестало существовать, КГБ перестало существовать и надеялись, что вот эти КГБшники вчерашние, все, КГБ нет, и они все будут служить Ичкерии, новому государству, там ля-ля тополя, была надежда какая-то, что-то как-то.
А вот после первой русско-чеченской войны, то, что мы не провели иллюстрацию, это было колоссальной ошибкой, это было роковой ошибкой, это было преступление. Это преступление ятис, это не нарушает закон. Преступление, это все нарушает закон. А это было хуже, чем преступление, ошибка это была. И вот он признал, Селан Сомар, стримча, амелдеш, боцу. Иштадар, и алтдар, дар. Кидаме гордац. Да, Алмула. Ну да ладно. Есть такая история. Во время русско-кавказской войны чеченец потерял 7 сыновей, и когда 8-й сын перешел на сторону русской, отец убил за предательство. У подлость, амюз. Вор, ши дакел шена, барвол на церцуэлэр. О, боже, прошло время боя для прощения. Да, им свои судьи есть, но гуманно, по закону, арама. После первой войны, то, что у нас было, это ни в коем случае нельзя, чтобы повторить, что бардак, какие-то банды, какие-то группы, что у меня 20 человек, у тебя 100 человек, чем у тебя больше убийц, это курбар и курюбает ищать. Цунде иллюстрации проводят сами граждане Ичкерии над коллаборантами. Не думай, что они успеют предстать перед судом. Они должны, Милтон, предстать. Никакого самосудства. Никакого. Если будет самосуд, то эти люди должны понести ответственность. Вот кто совершил самосуд, человек царвиня самосуд ищать. Из закону. Государство ештало. Суд деет так. Суд дин шадек дин та хауна ал хауала, все хай почин ал. Его смертный приговор отменить сахала. Да, мы вот нынче пока Кавказ вообще не похож на наших предков, которые жили в 19 веке. Совершенно верно, друзья. Так, Ахмад Силас Хавиан. О, Силасу. Юзер. И Ахмад Силас бор. Алмат Силас бар и Гудушу. И Силас будь жди кричун. И хунд олаш Ахмат Силас. Думаю, жажда мести будет слишком сильна, чтобы терпеть до судов. Я уверен, что так будет, Милтон. Человек сицел урвать. Я уверен, у сицу бизер буинах. Судья Изарю, сацу визар, ница сацау визару. Ищ бьется закон хедат. А жажда мести аль-эра и хит а жажда мести. Хинц хайн хульшбол кирмах сацин ашва, а кан вай низам даветтен шулт. Так значит кирам дабал вай бойер мабац, тюнгергал на бойер бац. Иза даже Калавал мамеги, вона ширмаю, садавини, савашвини, и он будет прав, Мадараль. Но он будет неправ в нарушении закона. Поэтому, если ты соблюдаешь закон, ты соблюдай его на совесть, а не за то, что ты страхом делаешь. А так совесть должна быть. Мы должны соблюдать закон. Подожди, несколько месяцев будет суд, и после решения суда ты можешь насладиться сатисфакцией, да? Лэ-эмалю, совершенно верно, война. Лэ-эмалю, Ахмад Силас, чуян. Лэ-эмал, лэрду.
Аматилас. Well, Amatilas. Olha, não deram, that. Amatilas. Оливеру Аматилас, боже, that. Приветель, шала ибеш. Ну, хочу оболчать, мы сена хаун шумишду. Хая. Дин ночью оман хаун, история хаун, that. Мы сена шумишду. Сон дер асуму, хочу яздер, цаграм гиздал, он, that, so. Так, Двион. Ахмед Закай с политической арены должен уйти на пенсию. А сколь это было бы идеальное для него решение. А сам в курсе, что там из-за истории с похищенной семьей, которая приехала в Чечню из Европы, для чего их похищают? Для запугивания похищают. Я не знаю, о какой конкретной силе говоришь. Но похищают, потому что запугивают. Потому что Россия это фашистская страна. И там никакой закон не действует. Наш хоч ляться на вистхульш мават закая. Наш хоч олят вистхульш мават закая. Шаниз но ахельч. Ца элц цануя ца изерцу. Изерде черей. Изерде. Цунт митинги алят чук и наш хоч. Цунт и алят чук. Хала алят джамбета. Цунт майор джамбета у цауан. Одудаевине хабашвон закая бош. Ди алят че. Свегасшант и бо би бошу. Сегухунеш. Так. Когда беше он кибиц представлять подсовишь он сосад обманутый на что я кидук вирбуэльца тем более суардуч ашау тем более сол духен дюйна цуюк бог шабу инах киттал уже киттал мабизим умна. Они тебе скажут, что это в рамках обычаев. Милтон, вы обычаешь, я согласен. Обычаи это прошлый век, я согласен, что обычаи это должны быть. Но мы, смотрите, мы строим государство. И наши обычаи, как и у всех народов, которые есть, у этих немцев, у американцев, у англичан, они, когда это свободные народы, эти обычаи записываются на бумаге. И ты едешь не какому-то цахумгу шел, шар дойшел, цансаганты уйди, цуй что на память, где-то может ошибется, что он тебе вердикт выносит какой-то. А будет суд, на бумаге все будет записано. Раньше на бумаге записывать нельзя было, потому что тебя сразу находили и убивали того, кто это судил, или сажали, или еще что-то, репрессировали, отправляли там на рудники, еще куда-то. Поэтому мы должны теперь, вот эти наши, мы всегда жили в параллельном государстве, находились в оккупации и всегда находились в параллельном государстве. И не сохраняли на бумагах, потому что все это уничтожалось, попадало в руки оккупантам, там еще это могло быть повлечь репрессии. Поэтому мы должны будем перейти на бюрократию, на бумагу, и все наши обычаи, законы, правила, низам, шар, все должно быть в уголовном кодексе, в гражданском кодексе, в семейном кодексе. Везде все это должно расписано, должно быть до мельчайших подробностей, как у всех цивилизованных государств. Только в таком случае мы будем государством. Поэтому в рамках закона, в рамках смягчающих, но и на сицу бизербу. Я боюсь, что это будет большой бардак. И к этому призывают нас, между прочим. Вот чего я больше всего боюсь. Что вот сейчас люди призывают, вот эти разные, кто хотят сдвинуть Кадырова, они хотят все свалить на одних кадыровцев и сказать, что остальное ГРУ, ФСБ, там другие, кто за русских был, они как бы не при делах. Ага, так не бывает. Так, есть Россия, есть Ичкерия, все. Вот ты за Россию убивал, грабил, сажал, стучал, все, пожалуйста, пройдите в эту дверь судебную. Вот иштхель до тебя. Нужно будет переходить на бумагу. Все должно перейти на бумагу. Спасибо, Нажм. Асан, ты отказался работать на ВСБ, значит другой нет отказался, это напомни. Уа?
Ласковое мостову России оставит, ничего независимость, регионал мула. Соцакитер, я отказался, ну это ГРУ мне, вот этот Нашхо Эльдаров Закаевский, он представлялся, что военный, он говорил, Саид Мамад, какие мама, да, штат разные церщеворцу, я так полагаю, это военная разведка, да, ну может и ФСБ, я не разбираюсь в этих сортах, да, особо. Значит, другой не отказался, это напомню. Кто не отказался, Мустан Сапитер? Hüg машин чуабол би эллек дүйт сонас. Ну и дуке. Топил. Так. Аса и ар хун хиодо хаэхун хупулчухена са елг данис бин булч дел энти зебри аздерн бехмабил два ашуг ой саму дах луш я зираси. Ясно. На сегодня Чечню превратили в концлагерь. Нам вообще никаких прав человеку нет. Наверное, в Азии, Африке, Латинской и так сказать жить, как в Чечне. Он заслужил себе небо в клеточку и на пенсию. Амзет. Так, Ахмад Силасборга, вошедший да в убор дуцери предстоит доя и воше да Адам. Их не только для похищения, уже одного отправили прямиком на фронт. Да, ну за что-то, наверное, может чей-то родственник был, хуза рабочий, может где-то что-то говорил, что-то писал. Мы бываем, ну, лардалдиз. Аслан, ты демократ, босс, борзо. Что каждый раз чубой хочется. Самый настоящий, как любой чеченец. Как любой чеченец. Я демократ. Когда-то Папа Римский говорил, что виноваты не русские, а чеченцы и буряты. Теперь хотят сделать виновными кадыровцев, а не всю гибню. Да, совершенно верно. Аслан республиканец. Точно. Буду теперь так отвечать. Да? Я даже не понял. Не подумал, что так можно. Он само так. Разрешил пользователю отказ значит отказ цадина из диц мадиэл рехтерсо цадина де ну цацбол чарвой ночью айдалдо у нас у чеченцев раскрою немножко тайну у нас уже такая привычка. Если мы как привыкли всегда жить в параллельном государстве, что у нас есть свое чеченское государство и есть оккупационное государство. И вот если тебе кто-то что-то говорит, ты это оставляешь себе. Все, это проблема твоей семьи. Твоя лично. Все там. Да, дили. Ага, сюек моту эйлер, сюек раск, схил эйлер. И нашего Эльдарова, может, сун. Его ко мне, может, одного прислали. А к другим-то тоже подходили. Может, не нашего Эльдарова, но другие, третьи подходили. И люди не распространяют эту информацию. Себе все это держат. А это неправильно. Это в России можно тогда. И если это не касается российского агента, он государство представляет. Это не просто так, он пришел, ну давай вместе поработаем. Там целая система была. Ведь там ведь не то, что там человек из окружения Закаева ко мне пришел. Потом как вели себя. Саид Амин Ибрагимов как себя вел. Алимпаш Салтыханов как себя вел. Ахмед Закаев себя вел. Ахмед Дакудаев, совет старейшин, который представляет, и многие-многие товарищи, как себя вели, это там целые, там разыгрывалась, там большая работа велась.
А до того, как ко мне он подошел, потом я все это анализировал, вспоминал, какие действия он ко мне шаги предпринимал, как они меня подводили, как он же каким-то образом у меня в машине оказался, кто меня вызывал там, Саид Амин вызывал меня, делал там в Страсбурге вот это все это делал. И потом еще люди, которые его там, его зовут Нашхо, а мой тейп Нашхо, значит, я на Нашхо, значит, не пойду. Как он мне говорил, что все чеченцы произошли от Нашхо, там, такие ярые, он типа, я еще думал, с нами в машине сидят не Нашхо еще, мне перед ними неудобно. Он так говорит, короче. А потом я уже все это анализирую. Вдруг провалится, да, что вдруг он мне предложит, а я откажусь, короче. И потом, как и что я выкину, они не знали. И поэтому готовились. Там целая работа была проведена. Я все документировал, все у меня имеется. Юрич Мадуевой дал мула. Поэтому работа велась большая. И что делают, к чему это? Чеченцы не все об этом распространяют. Не все знают, как я, как себя действовать, как себя вести. Не все готовы действовать там, идти до конца. И несмотря ни на что, да, идти прямо. Некоторые щигадут, ну куда идут, что он будет делать, ну как себя вести, как действовать. Поэтому большая такая была работа проведена. И не все соглашаются, я хочу сказать. Ну и не все говорят, вернее, никто не говорит об этом. Ну, да, в кругу где-то он может сказать, да, сюги эйлер, и все. И на этом задулись. Так. Кадыров говорил, что остановил войну. Мы показали всему миру, что мы умеем воевать. А теперь наши братья отправляют, и они там гибнут. Войт он бац из лай хилэски, из гушмадари. Кадыров не должен был нам сегодня, вот мы не должны удивляться к тому, что было. Некоторые говорили, пускай мой сын пойдет в милицию, там в армию, там пускай у него там будет, ну там деньги будут, зарплата, семью прокормит и так далее. Это была ловушка. Тогда уничтожали нас, и сейчас бы украинцев уничтожали, если бы сейчас поперло бы, как русские планировали бы. Поехали бы, грабили бы там, проводили бы рейды, нацистов там ловили бы, снимали бы с них кожу заживо, как положено, да, там охотились бы, все было бы. Но не судьба, не получилось. А все началось с того, что дома сказали, ну иди, ладно, сынок, служи России, служи, иди. Вот оттуда все началось, да. Аслан Нохча, языче на русском отвечает, да мегон, сун на русском языке цаха, мегерду. Аслан, добрый вечер, добрый жуешь, добрый. Ахмад Силас Эльч, но гундо, слава Украине, маол. Слава Украине, аз миллион раз эдух, слава Украине, слава Украине, слава Украине. Ахмад Силаса, я предателю, ам халагдин. قومي وقعدت او غزوة دولت غاسق شابور إكجنا غيتا بين إنكريتن إش بلابلتن غاسق شوالك وح أخمات سيلس أوكرانيا سوسان ماش دو خيتو слава Украине, слава Украине дел. Так, возможно, как-нибудь дата прописать Конституцию. Такое уже было в истории. У нас в Конституции все прописано, как положено. Когда США у власти демократы, они пытаются не создавать войны, например, чтобы вторгнуться и скинуть какого-нибудь диктата. А когда республиканцы, то военная мощь США подключается. Ну, Гарри Табак говорит совсем по-другому. Гарри Табак говорит, что когда республиканцы, наоборот, в мире тишь да благодать, а когда приходят демократы, то начинается, короче. Вот Андрей Хатарелли говорит Зеленский сила, а я скажу ЗСУ сила.
Так, эй, Нохчи, мой тебе респект. И тебе, украинец. И тебе. Друзья, ну мы уже 2 часа в эфире, я закончу свой эфир. Конечно, сегодня нормально пообщались, посидели. В среду на чеченском языке, может быть даже завтра на чеченском. Ну посмотрим, как все пойдет. На этом я свой стрим заканчиваю. Слава Украине! Все будет Ичкерия. И все вместе, друзья, особенно любители Америки. Господи, благослови Америку. Адикюэль, бюздер, алюэль маседа, марш оэль. Адикюэль. Всего хорошего, друзья. До свидания.